Привет! Вы смотрите официальные дневники первых международных интеллектуальных игр. Сегодняшний день ознаменовывается официальным стартом игр. Давайте же узнаем, как прошел этот день. День начался с официального открытия направления 3D-моделирования. Участников ознакомили с основными правилами. Школьникам жюри дало напутствующие слова, и они приступили к подготовке к состязаниям. Завтра уже у нас непосредственно начинается соревновательный день по техническому моделированию. То есть это будет какая-то инженерная задача, которую они должны будут ставить по размерам, что-нибудь смоделировать и проверить на работоспособность. Самым важным критерием судейства является подготовка моделей к 3D-печати. То есть непосредственно сам файл, он должен быть готов к 3D-печати. Это будет самым важным критерием. В соревнованиях по 3D-моделированию принимают участие 29 команд. Обязательное условие – команда состоит из 2 человек. Один из них выполняет техническую часть, другой – художественную. Настрой меня на победу. Надеюсь, что победим. У меня напарник Антон Булатов. Он тоже очень сильный. Я надеюсь на его. Удачи нам всем участникам. Готовились последние пару недель. Мы знали, что здесь приходит местный УТС, то есть учебно-тренировочные сборы, поэтому наш учитель в Казахстане устроил для нас тоже что-то подобное. Мы каждый день приходили в школу и занимались, допустим, с 8 утра до 4 часов дня. По сути, мы умеем работать в двух программах – Blender и AutoCAD. 10 июля стартует первый день соревнований. Ребята будут создавать проекты в различных компьютерных программах. Желаем удачи всем участникам! В корпусе факультетов естественных наук проходит открытие Олимпиады Туймада и установочный семинар. Давайте поподробнее узнаем о том, как проводится это мероприятие. Олимпиада Туймада – первое официальное соревнование МИИ по математике, информатике, физике и химии, которое проводится в 2 этапа. Олимпиада Туймада у нас проходит в 25-й раз. Проводится по 4 предметам: математика, физика, химия, информатика. Проходит в 2 тура. Первый тур проходит в первый день и второй тур во второй день. Для участников Олимпиады по химии и физике есть 2 тура: теоретический тур и экспериментальный тур. Работы проверяются ежедневно. После каждого тура жюри заседает. Вплоть до ночи у нас проверяется каждая работа и каждого участника. Апелляция у нас проходит в 3-й день. С утра с 10 до 16 вечера у нас каждый участник подходит и смотрит свои работы. Я участвую по предмету физика. Я очень долго готовился. Я вообще из Беларуси, и у нас проводятся тоже республиканские олимпиады. Я очень долго готовился к ним, и, в принципе, достаточно долго готовился к этой олимпиаде, чтобы хорошо выступить. Я готовилась с учителем в школе, и я знаю достаточно для того, чтобы быть на первом месте. Я надеюсь, что выступлю с отличием, но в этом не уверена. Дети дали клятву участника Олимпиады в торжественной обстановке, а организаторы, в свою очередь, дали напутствие и пожелали удачи в соревнованиях. По традиции, участники Олимпиады Туймада выпускают шары желаний в небо. Сразу после официальной части состоялся установочный семинар. Участники прошли инструктаж и ознакомились с правилами проведения Олимпиады, который пройдет с 10 по 13 июля. Для участников направления научно-исследовательская выставка в области науки и технологий сегодня провели культурный выход в формате геокэшинг. Это туристическая игра с применением спутниковых навигационных систем, состоящая в нахождении тайников, спрятанных другими участниками игры. Несмотря на страшную жару, участники с большим интересом прошли и обследовали достопримечательности Якутска. Какие задания вы придумали для детей? Это задание на городское ориентирование. У нас было несколько замечательных волонтеров из Якутска, которые прошли по городу, выбрали интересные места, которые будут интересно отгадывать как участникам, так и из вообще других городов и других стран, так и ребятам из Якутии, потому что это не самые очевидные места. Как вы поделили детей по командам? Мы случайным образом перемешали делегации, раздав им карточки случайные, и у людей, которые ведут группы волонтеров,
были карточки, к которым ребята и присоединились. В чем суть вашей игры? Мы должны рассказать загадки, построить маршрут и пройти. Таким образом мы познакомимся со всеми достопримечательностями Якутска и известными местами. Суть нашей игры заключается в том, что мы изучаем достопримечательности Якутска и геолокацию. Well, we are separated on teams. We are going to have a geocaching games, and well, we are going to start that. It's like we have to look for something in the city. We are doing a game, sort of game. They split us in groups and we are looking for clues and around the town to know better the town and everything. И что вы ожидаете от этой игры? Увидеть Якутск, познакомиться с красивыми местами. Лично я ожидаю от этой игры новых знакомств и новых впечатлений. Well, I have never did something like that before, so I think it's good. And well, it's just too hard in that. Yeah, it's interesting. I have also met new people, so it's been pretty fun. Во время игры участники посетили площадь Дружбы народов, Центр спортивной подготовки «Триумф», стадион «Юность», площадь Ленина и многие другие интересные достопримечательности Якутска. Самые интересные моменты МИИ 2018 вы можете увидеть в наших ежедневных дневниках. Все выпуски вы можете найти на нашем YouTube-канале Catskill Online. Также вы сможете отслеживать все свежие новости в наших официальных аккаунтах социальных сетей. А с вами мы увидимся завтра. Пока-пока!